Время вечерних новостей. В студии работает Айсулу Мурзакова. Президент Садыр Джапаров сегодня поздравил работников банковской сферы с профессиональным праздником. Поздравлений главы государства говорится. Уважаемые работники банковской системы, от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником. Профессиональный праздник банковского работника неразрывно связан с историческим событием для суверенного Кыргызстана – введение национальной валюты кыргызского сома, которая заложила основу для осуществления независимой экономической политики страны. На сегодняшний день банки составляют важный сектор экономики и, выступая финансовыми посредниками, оказывают содействие развитию страны через финансирование приоритетных экономических направлений и предоставление современных банковских услуг. Банковский сектор страны продолжает свое устойчивое развитие и показывает значительный рост основных показателей, включая увеличение объемов кредитования, депозитной базы и капитала. Вместе с тем, в современных условиях развития цифровых технологий, учитывая мировые тенденции и вызовы, банковскому сектору необходимо наращивать потенциал цифровой инфраструктуры, расширять применение инновационных продуктов и ускорить внедрение принципов устойчивого финансирования зеленой экономики. Уважаемые работники банковской системы, мы всегда подчеркиваем, что успешное выполнение обозначенных задач, поставленных перед банковской системой в современных условиях, требует от банковских работников передового опыта и знаний, высокой квалификации, потому что от вашей эффективной работы зависит экономика всей страны, ее денежно-кредитная политика. Ваш высокий профессионализм являются ключевыми факторами в экономическом развитии нашей страны, обеспечивая финансовую стабильность и поддерживая доверие наших граждан к банковской системе. Желаю вам продолжать предпринимать позитивные шаги для процветающего будущего Кыргызстана. Желаю вам крепкого здоровья и семейного счастья. Пусть ваш добросовестный труд всегда сопутствует успеху нашей страны. Сегодня исполняется 31 год со дня, когда Кыргызстан ввел в обращение собственную национальную валюту кыргызский сом, который стал неотъемлемым символом суверенного государства. Как сообщает Национальный банк, это историческое для независимого государства событие стало началом реализации собственной денежно-кредитной политики, а также послужило основой для становления и развития национальной платежной и банковской систем. Несмотря на геополитические и экономические потрясения, кыргызский сом на протяжении многих лет остается одной из самых стабильных валют региона. Сегодня национальная валюта сом достойно представлена в ряду других валют как по своей стабильности, защитным свойствам, так и по дизайну банкнот, получая высокие оценки на международных выставках и конкурсах. Жители Чуйской области, в основном занятые животноводством, сталкиваются с проблемой низкой цены на молоко в последние годы, что вызывает недовольство у фермеров. Посредники, доставляющие молоко на перерабатывающие предприятия, подтверждают закупку продукции у фермеров по низкой цене с небольшой наценкой при продаже на заводы. В результате жалоб фермеров решено повысить цену на молоко для фермеров до 29 сомов за литр. Фермеры Чуйской области столкнулись с проблемой низкой цены на молоко. Жительница села Талдыбулак Гулянт Иналиева ежедневно сдает до 30 литров молока. Ее хозяйство включает 6 коров и 5 телят. Она получает доход только от продажи молока. Качество нашего молока высокое, однако цена продажи намного ниже. Мы вынуждены оплачивать пастуха за присмотр за коровами на пастбище, а также покупать витамины и лекарства для дойных коров. Это увеличивает наши расходы, а приобретение дополнительных кормов делает содержание скота еще более затратным. Цена на молоко зимой достигала 32 сомов за литр, но весной резко упала до 27 сомов. Это значительно повлияло на бюджет простых фермеров. Мы полностью зависим от дохода от продажи молока, и такие колебания цен создают финансовые трудности. Мы надеемся на увеличение цены до 42 сомов за литр, учитывая, что розничная цена на молоко в магазинах значительно выше. Большая часть прибыли уходит на заводы, оставляя нам лишь небольшую долю. Жительница Нарки Мелова, в хозяйстве которой 4 коров, подтверждает проблему с низкой ценой на молоко. Ее продукция также поставляется на предприятие. Текущая цена молока в селе составляет около 27 сомов за литр, что недостаточно для покрытия расходов на содержание скота, учитывая, что цена только одного тюка сена достигает 600 сомов. Айыл жеринде аябай
Цена за литр молока ниже, чем стоимость одного мороженого. Расходы на сено и корм для скота растут, и теперь одна машина силоса обходится в 10 тысяч сомов. Простые фермеры чувствуют себя недооцененными, так как их основной доход – продажа молока. Летом цены на молоко еще больше падают, достигая 25 сомов за литр. Посредники доставляют молоко на заводы, закупая его у фермеров по низкой цене и получая лишь небольшую наценку. Перекупщик Арген Канатбекулу ежедневно собирает молоко с раннего утра и доставляет его в компанию «Умытыко». Предприятие закупает молоко по цене от 30 до 35 сомов за литр, что обеспечивает ему прибыль от 3 до 4 сомов за литр. Сборщики молока сталкиваются с дополнительными расходами, включая затраты на бензин и запчасти для транспорта. Отказы предприятий принимать молоко из-за низкого качества могут привести к потере продукции, вынуждая сборщиков продавать молоко даже ниже себестоимости компаниям, производящим сырники и творог. В основном 2 сом, 3 сом, 4 сомга чейин болот да. Ежедневно на предприятие «Умытыко» поступает от 500 до 600 тонн молока из фермерских хозяйств Чуйской области. Завод строго контролирует качество сырья в своей лаборатории, где производятся кефиры, йогурты и сливочное масло и другие продукции. Мы отобрали продукцию. На приемке молока мы принесли отобранное молоко. Мы начинаем делать, сначала ставим на кипячение, проверяем, какое оно на вкус, пробуем. Навозный привкус, ненавозный привкус, какое оно, хорошее или нет. Ставим сразу на соду. Пока мы делаем здесь анализы, у нас 10 минут должно стоять сода. На соду проверяем, сода добавляется, не добавляется молоко. С содой мы молоко не берем. Здесь у нас делается кислотность молока. Кислотность молока делается 10 мл берется молока, 20 мл дистиллированной воды, 3 капли фенолфталиина и титруем 0,1% растволом щелочи. Щелочь титруется до слабо-розового окрашивания. Слабо-розовое окрашивание это смотрится по эталону. Эталон у нас здесь есть на столе. Затем мы делаем жир молока и плотность молока. Директор компании сообщила о значительном увеличении объемов поступления молока на предприятие. По его утверждению, цена закупки у перекупщиков составляет 35 сомов за литр. В ответ на жалобы фермеров о низкой цене «Умытыко» приняло решение увеличить цену на молоко для них до 29 сомов за литр. На прилавках даже вы не забывайте, что молоко тоже покупают, и перекупщики платят, и они, есть транспорт, бензин, они за каждый литр 7 сомов берут. Точно так же и кто продает молоко. А вот они тоже ездят по магазинам, продают, и за каждый литр тоже берут 7 сомов. И вдобавок еще добавляет магазин 15-20%. Я покупаю по 35, продаю по 50 сомов молоко. У нас тоже есть свои, есть тетрапакет 12 сомов стоит, коробка, в итоге 49-50 сомов у него себестоимость получается. Заработная плата. Заработная плата тоже у нас большая. Очень много молока идет. И мы тоже вот, круглые сутки еле-еле перерабатываем это молоко. Но реализации вообще нет. Вообще реализации никто. Летом молоко в магазинах не продается. Зимой продается, но летом тяжело продать молоко. Из-за того, что срок хранения мы перефасовали молоко 4-5 дней. После 4-5 дней в магазины приходят и молоко портится, они говорят, забирайте продукцию. И мы по магазинам ездим, забираем продукцию. На прошлой неделе в Бишкеке прошел круглый стол с участием первого заместителя полномочного представителя президента, где обсуждались проблемы цен на молоко. Цены на молоко имеют сезонный характер и зависят от спроса и предложения. Повышение цены на молоко до 29 сомов должно быть выгодно для фермеров. В любом случае беремелер керек. Біз, например, елден алып, өзінчө предварительный анализ кылабыз сүттерді.
Служба антимонопольного регулирования прокомментировала жалобу фермеров в Чуйской области о снижении закупочных цен на молоко. В ведомстве признают, что продукт является социально значимым товаром. Отмечено, что этот рынок находится в зоне постоянного внимания антимонопольного органа. Ценообразование на рынке молока свободно, без вмешательства государства в соответствии с законодательством Кыргызстана. Изменения цен имеют сезонный характер. Миф о производителях молока как субъектах естественной монополии распространен ошибочно. Рынок контролируется несколькими доминирующими субъектами, но их деятельность подвергается лишь экономико-статистическому наблюдению. По данным мониторинга Нацстаткома, средняя цена непастеризованного цельного молока в Кыргызстане составляет 63 сома. По стране самая высокая цена составляет 70-74 сома, а самая низкая – 44-45 сомов. Это официальная информация. По неофициальной информации известно, что цена значительно ниже. Сымбат Алмазова, Ермек Кадыров, УТРК Чуй. В Кыргызстане хотят временно ввести запрет на ввоз куриных яиц в страну со сроком на 6 месяцев. Документ об этом был вынесен на общественное обсуждение. Как говорится в проекте постановления, который инициировал Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и водного хозяйства, целью и задачами настоящего проекта постановления является обеспечение продовольственной безопасности страны и стабилизация рыночных цен на продовольственные товары для обеспечения функционирования внутреннего рынка, а также поддержание отечественных товаропроизводителей в осенне-летний и летне-осенний период. В Кыргызстане только 28% населения обеспечивается яйцами от местных куриных ферм, что ставит перед страной серьезные вызовы в обеспечении потребностей населения. И в связи с этим увеличение числа кур в производстве яиц приобретает особую актуальность. Примером такой инициативы является семья Нурматовых из села Полтавка Джаильского района, которая на протяжении 2 лет арендует ферму, и в их хозяйстве содержится 80 тысяч кур, почти 95% производимых яиц ежедневно поступает на внутренний рынок. На куриной ферме в Интамакском Айлукмуту содержится 80 тысяч кур, которые ежедневно производят 80 тысяч яиц. Эти яйца поставляются во все области Кыргызстана. Ферма разделена на 4 отдела. В 2 из них содержатся куры, а в 3-м цыплята, которые проходят этапы выращивания в течение 100 дней. После чего, став готовыми нести яйца, переносятся на другие участки фермы. А в 4-м отделе производится упаковка яиц. В 2022 году была запущена работа куриной фермы. В прошлом году ферма была автоматизирована, что способствовало повышению эффективности процессов. На данный момент на ферме трудятся около 20 человек. Также в планах открыть еще 1 цех для расширения производственных мощностей. На данной ферме внедрена система автоматического кормления животных. С помощью конвейера яйца поступают на ферму и разделяются с учетом их размера. В рамках проекта «Одно село, один продукт» глава области Канат Сагынович выдвинул требования. И наше село представляет ферма, специализирующаяся на производстве яиц. Согласно статистике, страна не в состоянии удовлетворить потребности населения в яйцах. Поэтому куриные фермы, специализирующиеся на производстве яиц, имеют хорошие перспективы. Птицеферма планирует расширение. По словам руководства, количество кур увеличится с 80 тысяч до 200, а также планируется начать поставки яиц не только на внутренний рынок, но и в соседние страны. Сымбат Алмазова, Джумабай Исманалиев, УТРК Чуй. Пострадавшие в результате аварии на ТЭЦ продолжат реабилитацию в Кыргызском научном исследовательском институте курортологии и восстановительного лечения, сообщает Министерство здравоохранения. По его данным, глава ведомства Алымкадыр Бейшеналиев посетил больницу скорой медицинской помощи, где совместно с пластическими хирургами и травматологами провел консилиум 2 пострадавшим. Министр сообщил, что пациенты около 3 месяцев проходили лечение в ожоговом отделении городской научно-исследовательской больницы в Адане. Пострадавшим были проведены ряд операций. В настоящее время состояние пациентов стабильное, однако впереди им потребуется реабилитация, а затем потребуются поэтапные реконструктивные операции, сказал он.
Количество случаев кори, регистрируемых в Кыргызстане, имеет тенденцию к снижению. Об этом сообщили в Республиканском центре иммунопрофилактики Министерства здравоохранения. По их данным, на 7 мая текущего года всего зарегистрировано 9509 случаев кори. Вспышка началась в прошлом году. Охват профилактическими прививками против кори, эпидемического паротита и краснухи за 12 месяцев 2023 года по республике первой дозой КПК вакцины составил 138 тысяч детей, второй дозой 146 325 детей. В основном корью болеют дети до 1 года жизни, до получения первой дозы вакцины и от года до 8 лет, отметили в РЦИ. Согласно постановлению прошлого года о развитии регионов и цифровизации страны, самыми популярными профессиями последних лет названы IT-специалисты и продавцы. Фактически сегодня группа специалистов пользуется большим спросом по всем направлениям, связанным с IT-отраслью. Какие продвигаются шаги в эпохе глобализации, в следующем материале. Все мы знаем, что в последние годы страна перешла в цифровую форму, и компьютерная грамотность нужна как воздух и вода. Чтобы предотвратить эту проблему, частные программисты основали учебные центры. Один из них – учебный центр Digital Nomad. Как известно, за этот год многие перешли в цифровизацию. Наша задача была сделать вклад в нашу страну и использовать наши знания. За год было выпущено IT-специалистов. Мы смогли качественно дать им знания. Кроме этого, наши уроки проходят на кыргызском языке. Прошло более 1 года с момента создания указанного образовательного центра. Достигнув за этот период много успехов, сегодня она работает по 5 направлениям. Во время обучения 30% теории и 70% практики, а срок обучения составляет 4 месяца. Уже 3 года как работаю программистом, работал во многих компаниях. Мне же мои ученики подали идею открыть курсы IT. Работаем по 5 направлениям. Это качественное программирование, детское программирование, фронт-энд разработка, бэк-энд разработка и разработка мобильных приложений. Сыртан Сыргакулу учится на 4-м курсе Национального университета. Окончил образовательный центр 3 месяца назад с целью дальнейшего углубления своего образования. Сегодня он работает в этом учебном центре. Кроме этого, работает удаленно в частной IT-компании. После окончания курса здесь же предоставили стажировку в виде коммерческого проекта. За 2 месяца закончили данный проект. На данный момент работаю онлайн в компании. Мои планы дальше продолжать в этом направлении. Но люди не понимают, что такое IT. IT – это очень большая сфера. А программирование – это только одна часть этой сферы. Хорошо? А так вообще и программисты тоже бөлінеді. Программистов где-то 20. Еще одной особенностью учебного центра является акцент на кыргызском языке, помимо официального и английского. Он также предоставляет онлайн-обучение для иностранных и сельских жителей. Кроме этого, у нас можно обучиться в онлайн-формате. Нас можно найти во всех социальных сетях. Если хотите освоить самую популярную и востребованную работу и дальше покорять мир. Отметим, этот учебный центр имеет лицензию Министерства образования и науки Кыргызстана и за год подготовил более 100 специалистов IT. Айсло Мурзакова, Джумабай Исманалиев, УТРК Чуй. Абылтай Дүйшенбиев участвовал в Великой Отечественной войне, прослужил в советской армии 9 лет, один из героев. Он родился ровно 100 лет назад в селе Ортосу Чуйской области и отправился на поле боя в 18-летнем возрасте. После этого он поступил на исторический факультет Национального университета и до конца жизни работал педагогом. Накануне профсоюз школы, где он преподавал, провел праздничное мероприятие, посвященное столетию героя. В селе Ортосу Джаильского района прошло праздничное мероприятие, посвященное столетию участника Великой Отечественной войны Абылтая Дүйшенбиева. Он прослужил 4 года на полях сражений и 9 лет в советской армии.
Бүгін мына ушул жайларын ортосу айлында соғыштың катышуучусу. Сегодня в селе Уртосу почтим память участника Великой Отечественной войны, обладателя награды Жукова, отличника образования Абылтая Душенбеева. Он в данной школе проработал 35 лет. Трудовой коллектив организовал данное мероприятие. Он был также общественным деятелем и внес свой вклад. Вернувшись с кровопролитной войны, он изучал историю и преподавал ученикам всемирную историю. В связи с этим трудовой коллектив и учащиеся провели концертное мероприятие, посвященное столетию герою. Это мероприятие очень значимое для нашей школы. Он внес большой вклад в развитие в данной школы. Мы должны передать молодому поколению, чтобы они знали о нашем отце-герое. Трудовой коллектив школы, в которой трудился педагог, исполнил песни военных лет, а ученики передали светлую память о герое. Абылтай агай биздин ата мекенде өз жерин коргогон инсан. Биз аны эч качан унутпайбыз, анткени ал биздин жүрөгүбүздө унутулбай кала берет. Биздин Абылтай агайыбыз бул болсо өзүнүн ата мекенин коргогон инсан. Ал болсо ушул улуу ата мекендик согуштун катышуучусу. Ал болсо ушул тарых мугалиминде болуп иштеп келген биздин мектепте, орто мектебинде. Анан ал Абылтай агайыбыз ушу бизде Абылтай агайга окшоп, мындан мунга ушул балдарыбызга үйрөтөбүз деп окшойм. Ошол өзүбүздүн ушул мураска калтырабыз деп Абылтай агайыбыз эч качан унутпайбыз ал агайыбызды. Ар дайым жүрөгүбүздө сакталып турат. У одного из героев борьбы за мирную жизнь народа Абылтая Душенбеева 10 детей, и он воспитал их с уклоном в науку. Его дети создали кабинеты истории на имя отца, чтобы память и подвиги о нем не было забыто. Айсло Мурзакова, Джумабай Исманалиев, УТРК Чуй, Чуйская область. В Бишкеке нарушителей благоустройства оштрафовали на 308 тысяч сомов, сообщает в муниципалитете. По данным мэрии, только за 7 мая горожане и хозяйствующие субъекты совершили 29 нарушений правил благоустройства в Ленинском районе. Противоправные факты установлены в ходе рейдовых мероприятий муниципальной инспекции мэрии города Бишкек. Общая сумма штрафов составила 38 тысяч сомов. С владельцами и арендаторами хозяйствующих субъектов проведены разъяснительные беседы по содержанию прилегающей территории в частоте, улучшению внешнего вида благоустройства территории, а также выданы предписания. В период с 10 мая по 12 мая текущего года в Кыргызстане ожидается неустойчивая погода. По данным синоптиков, по стране временами дожди, грозы в высоких горных районах, снег. 11 и 12 мая ночью в Чуйской, Таласской, Ошской, Джалабадской, Баткенской областях местами осадки интенсивные. В предгорных и горных районах возможен град. Ожидается понижение температуры воздуха. Такая неустойчивая погода осложнит работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб, выпас и содержание скота на пастбищах, возможно повреждение сельскохозяйственных культур. На этом у меня все. Эти и другие новости более подробно вы можете узнать на нашем официальном сайте УТРК Чуй, а также в социальных сетях Instagram, Facebook УТРК Чуй. С вами была Айсло Мурзакова. Ну а далее прогноз погоды на завтра.